Из-за оползня дорога к домам в селе Бедие, где проживают две семьи, опустилась почти на 35 метров. Добираться до домов очень сложно. В земле многочисленные разломы. И если не заметить, можно просто провалиться в них. Местные жители, находясь по другую сторону дороги, подсказывают, как добраться до их уже полуразрушенных домов. Люди говорят, что ситуация здесь ухудшается по часам и даже по минутам. Хуже и хуже. Лучшего ничего нету. Трудно. Как рассказывают местные жители, еще месяц назад ничего не предвещало беды. До 15 января они жили спокойно. Внезапно земля в буквальном смысле стала уходить из-под ног. Наша съемочная группа уже была здесь почти месяц назад. Вот так в наш прошлый приезд выглядела часть дороги, ведущей в Ткварчал. Так она выглядит сейчас. Если тогда к ней можно было подойти, то сейчас есть риск упасть в пропасть. А это дом семьи Самсония. Таким он был еще месяц назад. Но вот что стало с комнатами и самим домом всего за несколько недель. Так сейчас выглядит дом семьи Самсония. За месяц он практически развалился. В доме проживает 8 человек. И все они сейчас находятся в разных местах, так как внутри находиться крайне опасно. Часть семьи Самсония, 3 маленьких детей с их мамой живут у родственников, кто-то у соседей. Местные жители говорят, что им некуда идти, некуда девать скот. Разрушаются и родовые кладбища. Аналогичная ситуация и со второй семьей, которая осталась без дома. Они также живут у соседей и родственников. В ходе поездки вице-премьер-министр экономики Кристина Узган осмотрела место оползней и пообщалась с жителями. Министр поручила специалистам предприятия «Абхазберегозащита» подготовить предложение по строительству временной объездной дороги. Здесь и раньше специалистами предпринимались определенные меры. Однако, как выяснилось, проблему так просто не решить. Были установлены маяки, чтобы определить, с какой скоростью уходит земля. Вам в любом случае надо сейчас смотреть, движение есть или нет. Если вы маяки установили, до пятницы дайте информацию, движение есть или нет. К этому вопросу, возможно, будут привлечены и российские специалисты. Кстати, разрушена часть дороги, соединяющей Бедию и Ткварчал. Дорога протяженностью в 9,5 километров была построена в 2017-2018 годах в рамках российской инвестпрограммы. Ее стоимость – 60 миллионов рублей. После осмотра аварийных участков Кристина Узган поручила управлению капитального строительства совместно с управлением геологии, геодезии и картографии проработать предложение для решения проблемы в селе Бедия. Значит, УКС свою часть работы сделает, и геологи дадут нам свои. Да. Мы обсудим тогда все вместе и сделаем президенту предложение, как мы видим выход из сложившейся ситуации. Здесь придется решать в 2 этапа. В зоне опасности в селе Бедия находится еще 2 семьи. Местные жители надеются на чудо, и движение грунта прекратится. Однако, как известно, сюрпризы природы предугадать невозможно. Кугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.